Как и откуда появилось войлочное ковроделие, здесь объясняют детально. Зейнаб Зарахова занимается этим уже не первый год. Она уверена, в каждой ингушке глубоко внутри эти знания заложены. Аккуратно обводите линии. Только чтобы линия была очень тонкая и четкая. От этого зависит качество ковра. Перенять опыт и не утратить эту технику. Таким правилом руководствовалась мастерица. Свое любимое занятие начинала она в художественной школе в 2016-м. Ее часто и посещает, дает мастер-классы, делится опытом. На сегодняшняя наша цель – это популяризация, это рассказы о том, чем служил войлок в нашей жизни, почему именно вот в этих орнаментальных композициях отразилась целая эпоха и как понимать эти ковры. И мы в этом добиваемся определенных успехов. И потом у нас от Республиканского дома народного творчества сегодня эти занятия проводятся как в школах дополнительного образования. И начали мы именно с художественной школы. И потом уже есть договоренность со школами, с детскими садами, с колледжами. Истинг, так в Ингушетии за памятных времен называли ковры из овечьей шерсти. Кстати, ее валяют только осенью на природе. Затем на высушенный волок наносят орнамент. Ириза Батхиева успела понять, насколько изготовление истингов кропотливая работа. Художественную школу она ходит 3-й год. Занятия по ковроделию девочке нравятся больше всего. Я закрепляю эти узоры, из этого мы будем делать сидушку. А что самое интересное в твоей работе? Самое интересное – это было обводить и вырезать. Таким мастер-классом в художественной школе только рады. Признанный деятель искусства не только проводит здесь свои уроки, но и подает прекрасный пример молодежи. Кстати, это не первый совместный проект с мастерицей. В 2017 году нами, педагогический состав наш и Зараховой Зейнаб, были разработаны раскраски. Это в виде книжки, чтобы ребенок запоминал орнаменты. Я считаю, что это очень важно. И сам вот орнамент, он как бы несет, это язык культуры именно. Выставка Зейнаб Зараховой продлится еще неделю. За это время каждый сможет прийти и посмотреть на ингушские истинги. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.